Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события. Работа кипит. Уже почти что вот эта часть, Старопромысловский район, полностью фундаменты мы уже залили, начали стойки воздвигать. В районе имени Путина продолжается возведение ключевой транспортной развязки. Как продвигается строительство, узнаем у нашего корреспондента. Комплексное благоустройство от Зеленстроя. Здесь выращивают около 10 видов различных растений, причем ассортимент меняется в зависимости от сезона. В Грозном стартовал масштабный сезон озеленения. В гостях у домашнего вкуса. На этой ферме всего 4 блока. В 2 из них маточное поголовье – 2000 самок. Именно они обеспечили нынешний результат. Как построена работа на кроличной ферме в Аргуне, расскажем в нашем выпуске. Священный месяц Рамадан завершился. Чеченская республика замерла в ожидании одного из самых значимых событий исламского мира. Уже утром верующие встретят благословенный праздник Ид Аль-Фитр. Накануне торжества в своей социальной сети Рамзан Кадыров обратился к жителям региона и всей мусульманской умме, отметив, что Рамадан стал для каждого временем глубокого духовного очищения. Сердца наполнились благодарностью Всевышнему за возможность встретить этот день в мире и согласии. В поздравлении прозвучал призыв сохранять традиции гостеприимства, открывать двери для соседей и поддерживать нуждающихся. В завершение Рамзан Кадыров выразил надежду, что посты и молитвы верующих будут приняты Аллахом, пожелал каждой семье достатка и крепкой веры. В Курчелое организовали масштабный праздник для детей-участников СВО. Городской развлекательный центр на день превратился в площадку для игр и творчества, где каждый ребенок смог найти занятия по душе. После насыщенной программы юных гостей ждал праздничный обед. Кроме того, в честь приближения Ид Аль-Фитр ребятам вручили сладкие подарки. Эта благотворительная акция стала возможной благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Организаторы постарались окружить вниманием семьи защитников Отечества, подарив детям искренние эмоции, по-настоящему теплую и дружескую атмосферу. Мусульмане всего мира готовятся встретить один из главных праздников исламского календаря Ид Аль-Фитр, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В городе предпраздничная лихорадка, в домах оживленная суета. В каждом доме накрывают стол, вкусная и полезная еда, разнообразные кушания – это обязательный элемент в этом большом торжестве. До главного мусульманского праздника остались считанные часы, и подготовка вышла на финишную прямую. Медина Мударова расскажет, как готовится Грозный. Священный месяц Рамадан подходит к концу. Близится праздник мира и добра – Ид Аль-Фитр. Его верующие ждали с особым трепетом. Улицы Грозного и других городов региона засияли. Повсюду появились светящиеся инсталляции в виде полумесяца и звезд. А главные проспекты украсили поздравительные баннеры. Жители уже успели оценить праздничное убранство. Многие приехали из других городов, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Оформление просто бесподобное. Прям налюбоваться, денёл, шемяцу. Я вообще не дома живу, но приехала, прям горжусь своим городом и своим народом. Потрясающе, очень красиво. Каждый день, когда на работу иду, постоянно наслаждаюсь видами. Особенно, когда возвращаюсь вообще вечером, когда все огни горят, вообще потрясающе выглядит. Супермаркеты, магазины и торговые точки в эти дни работают в усиленном режиме. Закупка продуктов для праздничных столов и подарков для близких. Предпраздничная суматоха царит как по всему городу, так и в каждом доме. Однако Пятимат Дудаева все предусмотрела. Составила списки необходимых продуктов и заранее все закупила. Дело осталось за малым – накрыть стол из вкуснейших блюд. В семье Кунашевых есть уже полюбившиеся рецепты, которые готовят из года в год. Соберу сейчас чинар. Вайнмаха самый такой на столе актуальный. Йог-чинар собрать берез из разных мяс, овощи пожарю, еще украсить и изгорю. Но, в принципе, у меня еда не остается, потому что вплоть до тортов я все сама делаю.
Если меня спросить, мой стол как бы выглядел по старинке. Дык-джик, сискал, туакал. Вот то, что я хотела бы видеть на столе, это национальное блюдо. Ну, да, мула будут. Закуски, десерты, салаты, горячие блюда учитываются пожелания всех членов семьи. Кухня – сердце подготовки к празднику. Пятимат помогают две дочери. Пока одна занята выпечкой, другая подготавливает праздничную посуду и сервировку. В Чеченской Республике знают, что подготовка к Идаль-Фитру – это семейное дело. Помощь дочерей позволяет хозяйке сосредоточиться на главных блюдах. На сладкое я сделала вот такой бисквит. Это домашний бисквит. Это, можно сказать, испокон веков. Это обычный бисквит. Здесь внутри орехи. Там, в принципе, вот самый такой актуальный бисквит, который мы раньше, в дедовские времена, готовили. Я его покрою с вареной сгущенкой и посыплю орешками. Все мои гости, марвежри, друзья, подруги, сестры, все любят этот торт. Накануне хозяйки делают дома генеральную уборку. Это обязательный пункт, ведь в этот праздничный день все должно сиять. Уже скоро жители республики начнут принимать родственников и друзей. Жители активно включились в украшение своих домов. Повсюду гирлянды и праздничные плакаты с поздравлениями. Вот-вот в небе засияет салют. Он станет символом завершения благословенного месяца Рамадан. Медина Мударова, Ислам Нацуров и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Обучающиеся города Грозного провели благотворительную акцию по раздаче фиников и воды путникам. В дни священного месяца Рамадан по всей Чеченской Республике ежегодно проходят благотворительные акции, во время которых верующие и неравнодушные жители раздают финики и воду путникам к моменту разговения. К акции активно присоединились обучающиеся лицея номер 1 имени Назарбаева и школы номер 54 города Грозного. Ребята с заботой и вниманием раздавали воду и финики автомобилистам, которые находились в пути в момент наступления времени ифтара, проявляя искреннее участие и доброту каждому встречному. Госавтоинспекция Чеченской Республики напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения в Ид-аль-Фитр. В праздничные дни на дорогах традиционно возрастает интенсивность движения, количество пешеходов, в том числе детей. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, снижать скорость и пропускать пешеходов. Родителям рекомендуется провести с детьми дополнительные беседы, напомнить правила перехода проезжей части и безопасного управления велосипедами. От лица начальника управления госавтоинспекции региона Идриса Черхигова, от лица руководства ведомства и всех сотрудников призываем вас соблюдать правила безопасного поведения на дороге. Помните, что дети не всегда умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения автомобиля при приближении к ним. А значит, нам, взрослым, необходимо быть крайне внимательными и осторожными. Быть готовым к изменениям дорожной обстановки, особенно к появлению детей на дороге, там, где мы этого не ожидаем. Необходимо соблюдать скоростной режим и правила проезда перекрестков. При таких обстоятельствах ни в коем случае не доверяйте автомобиль несовершеннолетним детям и лицам, не имеющим действующего водительского удостоверения. Знайте, что за такое поведение ответственность ложится на тех, кто незаконно передоверил автомобиль. Сотрудники госавтоинспекции в эти дни будут нести службу в усиленном режиме, будут выявлять правонарушителей и привлекать к ответственности. Даже в преддверии Ид-аль-Фитр на важных объектах не стихает техника. Возведение второй транспортной линии в Путинском районе продолжается строго по графику. Строители приступили к армированию опор будущего путепровода. Со строительной площадки Турпал Тайсумов. В рамках грандиозного проекта строительства нового района имени Владимира Путина продолжается возведение второй транспортной развязки на пересечении улиц Вахи Алиева и Нурсултана Назарбаева. Ход работ впечатляет. Все проходит ударными темпами. Специалисты трудятся над созданием 5 путепроводов с подпорными стенами. Общая длина 1 километр 640 метров. Здесь также предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода. Его протяженность составит около 62 метров. На данный момент заменяются коммуникации. Идет заливка бетона. Уже почти что вот эта часть, Старопромысловский район, полностью фундаменты мы уже залили. Начали стойки воздвигать, в любом случае стойки уже появились. И вон ригель последний поставили ригель.
в принципе, идем наверх. Соответственно, через определенное время, конечно, надо и срок соблюдать, бетон, высыхание бетона. И начинаем, ставим ригеля, каркас ригеля, металлическое, армирование. И, соответственно, заливаем. 7-14 дней смотрим на качество бетона, плотность бетона, в смысле, насколько он уже взял свою эту прочность. И после этого там же нельзя нагрузку делать сразу же. По словам начальника участка Магомеда Гараева, команда строителей делает свою работу слаженно и качественно. Особенно приятно, когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приходит с инспекцией, ставя при этом высокую оценку увиденному. Колесный нагрузка полностью расчет по всем этим новым нагрузкам расчет даешь вообще-то. Это очень приятно, тем более, когда глава уже нашу работу оценивает с положительной стороны. Конечно, но в любом случае мы постараемся, в любом случае не подведем. Все работы выполняются в сроки. Никаких сложностей с материалами и специалистами нет. Будущая развязка обеспечит комфорт и повышенную безопасность для автолюбителей. Как только на дорожном участке откроется движение, то о пробках можно будет забыть. Причем вне зависимости от того, утро или вечер, пропускная способность станет одной из самых высоких в столице. Турпал Алита Исумов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Весна – время обновления внешнего облика города, и поэтому предприятие «Зеленстрой» уже ведет подготовку к весеннему озеленению столицы. В теплицах комбината кипит работа, здесь выращивают сотни тысяч украшений для городских клумб. Каждый цветок, который украсит парки и скверы, проходит здесь строгий контроль. О тонкостях ухода за будущим нарядом Грозного в сюжете Мадины Кураевой. От посева до высадки на клумбы. За растениями ухаживают по полному циклу. Работа сложная и кропотливая. Каждому цветку нужен особый подход и бережное отношение. В данный момент твоя пикировочный этап. Пикировки где-то около 7-8 сортов. Тут кустовые тоже сразу навесной дождь кустовой лето. Еще где-то понад 200 тысяч. Еще до 5-6 сортов. В данный момент в белых шаги объекты посадки фотини, планировки. Выращиванием цветов для озеленения столицы занимается предприятие «Зеленстрой». На территории находится 14 парников, система работы полностью налажена. На весенний период планируют высадить 240 тысяч растений. Для того, чтобы цветок полностью вырос, требуется примерно 3 месяца. Здесь выращивают около 10 видов различных растений, причем ассортимент меняется в зависимости от сезона. Сейчас это сальвия, квалегия, колеус, герань, пеларгония, хризантема, петуния кустовые и ампельные. Выращивают растения в несколько этапов. Цветы очень нежные и хрупкие, поэтому требуют постоянного ухода. Поливают водой каждые полчаса и разрыхляют землю. Процесс становится настоящим искусством, а результат радует глаз. يوزجش كشتناديو شتعيرن حدو تو أبخد سرازو دل جشتوين إشت بقودي هم خدوق تحتشاس خندقكو هيقيلجي إشت بريتي دو يو أسر دديزا إشت تخبوخ بيش يو помимо этого вегетативные черенкования олцунох. Озеленение происходит на 80 объектах Грозного. Самым излюбленным местом в столице у жителей и гостей республики является цветочный парк. Здесь разные композиции. Все это украшено яркими красками, поскольку палитра цветов очень насыщенная. В общей сложности в этом году в столице посадят 400 тысяч цветов. Мадина Кураева, Молсар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Домашний вкус – современное предприятие по выращиванию кроликов и производству мяса. Это высокотехнологичное производство, использующее автоматизированные системы кормления, поения, контроля микроклимата и современные методы селекции, а также первый в России комплекс, где производство полностью соответствует строгим канонам халяль. О технологиях содержания животных и планах по расширению производства. Лимда Жамалдинова.
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Домашний вкус» процесс выращивания кроликов полностью автоматизирован. В помещениях круглосуточно поддерживается постоянный микроклимат, температура от 15 градусов и принудительный воздухообмен. Кормление осуществляется рационными гранулами, в составе которых необходимые сбалансированные минералы и витамины. Это у нас панель управления. Тут обстановка должна быть всегда комфортной. И зимой, и летом, и температура, и количество, сколько голов. Здесь кролик растет в изоляции от внешних инфекций, что позволяет полностью отказаться от использования антибиотиков. Эффективность хозяйства строится на сокращении сроков выращивания. Для этого здесь используют современные методы селекции, которые обеспечивают высокий выход чистого мяса относительно живого веса. Окрол происходит в этих же цехах. Для самок оборудованы специальные боксы, где в покое и безопасности появляется потомство. Ставку сделали на французскую селекцию. Этому крольчонку всего месяц. В основе его родословная французская генетика, рассчитанная на быстрый набор веса. На этой ферме всего 4 блока. В 2 из них маточное поголовье – 2000 самок. Именно они обеспечили нынешний результат – 7000 голов на откорме. 3 месяца или 90 дней – ровно столько длится путь от рождения до реализации. К этому сроку кролик достигает веса 2,5 килограмма. На выходе получается продукт с уникальными характеристиками. Содержание белка выше, чем в говядине, а холестерина минимум. Это мясо усваивается организмом на 90%, что делает его приоритетным в диетическом и детском рационе. Кролики содержатся на экологических чистых условиях. Продукция нашей фермы реализуется не только на территории республики, но и за пределом. Прежде чем попасть на прилавок магазина, все партии проходят лабораторное исследование. Корм, который мы используем, также подвергается лабораторным анализам. Ферма функционирует в городе Аргун Чеченской Республики уже 6 лет. Текущие мощности позволяют хозяйству стабильно снабжать рынок не только региона, но и страны. Одна самка французской линии при правильном уходе может давать 50-60 крольчат в год. В планах руководства расширение цехов для увеличения объемов отгрузки. Промышленные стандарты содержания позволили домашнему вкусу выйти на стабильный график поставок. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. От лица всей нашей телерадиокомпании «Войнах» поздравляем всех вас с благословенным праздником Ид Аль-Фитр. Пусть Всевышний примет ваш пост, молитвы и все благодеяния, совершенные в Рамадан. Пусть этот праздник принесет милость и благословение вашим семьям. Масира Марф Наждал Обалдуэ. А на этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.